Здравствуйте. В эфире программа «История башкирских родов», в студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы традиционно говорим об истории башкирского народа и о родах, которые составили башкирский народ. Сегодня о ком будем говорить? Сегодня поговорим о роде Юрматы. Один из самых известных родов. Да, в истории башкирского народа один из самых известных. И вообще история изучения этого рода, такая история с бородой, поскольку непосредственная история всегда увязывалась с проблемой башкиро-венгерского, мадьярского родства, поэтому на эту тему написаны горы литературы. Советские исследователи, башкирские исследователи и венгерские исследователи понаписали на эту тему большое количество всяких работ. Давайте начнем с происхождения названия этого рода. Можно строить только гипотезы. Считается, что впервые это название, Юрматы, упомянуто очень давно. Писал в X веке, был такой византийский император, историк на троне Константин Багринародный или Порфирородный. Он написал труд об управлении государством и, описывая соседние с Византией народы, он упоминал также венгров и печенегов, русов и так далее. И своему сыну такое наставление писал, как нужно, какую тактику, какую политику надо ввести в отношении этих народов. Больше всего опасался печенегов. Несколько параграфов посвятил этой теме. И один из параграфов также, посвятил венграм, которые в это время как раз были изгнаны печенегами из Причерноморья, и они ушли на территорию Паннонии, современного своего проживания. И когда описывал венгров, он упомянул 8 венгерских племен. И одно, из венгерских племен называлось Герматоу. Ученые предположили, что Герматоу, это племя, имеет непосредственное отношение к роду Юрматы. Тем более, что на территории самой Венгрии найдено очень много древних топонимов, связанных с родовым названием. Такая у них основа есть: Диармат. Диармат, Юрматы, Герматоу, это то, что писал Константин Багринародный. Ученые пришли к единодушному мнению, что это один и тот же этноним, просто в разных литературных звучаниях. А что мы знаем о происхождении предков рода Юрматы? Всегда считалось, если мы обратимся к этой теории башкиро-мадьярского родства, она зародилась очень давно, еще в XVIII веке, как научная теория, в XVIII веке, и потом в XIX веке Хвольсон окончательно сформулировал, писал, что поскольку тогда наука не обладала достаточным материалом, ставился знак равенства, что башкиры — это и есть тюркизированные мадьяры, венгры, что венгры жили на Южном Урале, потом когда-то в давние века ушли с Урала, какая-то часть венгров осталась на Урале, потом под влиянием тюркских народов тюркизировался, и это башкиры есть. И что этноним мадьяр — это и есть искаженный этноним, башкорт. Это такая была немножко за уши притянутая теория. Этой теории положили начало католические миссионеры, когда венгры ушли из территории, Заволжья в современную Паннонию, они там обосновались, и потом у венгров эта вечная тоска, неизбывная, тысячелетняя, в поисках утраченной своей родины, они отправляли одну экспедицию за экспедицией. Как правило, кто там шел в эти дальние края, естественно, могли на такой отчаянный шаг пойти только католические монахи, которые изнурявшие себя всякими постами и так далее. И первым туда пришел неизвестно кто там, на самом деле, такие глухие упоминания есть, что были какие-то предшествующие экспедиции, но уже точно мы можем говорить о экспедиции Юлиана. Венгерский монах пришел якобы недалеко от Волжской Болгарии, нашел, как он пишет, настоящих венгров, которые там в языческом законе живут. Я говорил с ними, они понимали мой венгерский язык. В 2 днях пути от границы Волжской Болгарии он якобы нашел. Где нашел, непонятно. Башкир он вообще не упоминает. То есть мы не можем говорить, что это к востоку от Волжской Болгарии или наоборот южнее. И вообще, то есть абсолютно никаких ориентиров мы не находим. После этого, другие сюда приходили люди в XIII веке. Не конкретно сюда, а Плано Карпения, известный посланец Папы Римского, поехал в столицу монголов, в Каракарум. И проезжая через низовье Волги и двигаясь по территории Казахстана в Монголию, он просто писал, что там где-то на севере есть Великая Венгрия, а это страна Баскарт. Он поставил первый знак равенства между Башкирией и, Великой Венгрией. Или Старой Венгрией. Вообще-то Юлиан не писал Великая Венгрия, он писал Хунгария Майор, то есть старейшая Венгрия. А тут писал Великая Венгрия, то есть изначально, и отсюда это пошла теория Магна Хунгария, Великая Венгрия, и все. Это на латыни, естественно. Потом Рубрук проезжал, чуть позднее уже послал французского посла, говорил, что к северу есть народ, это баскарты, которые есть, собственно, те венгры. И так было положено начало этой теории. Потом она на протяжении 19 века, она активна венграми, в общем-то, потому что в Венгрии после революции 1848 года, когда они попытались выйти из состава Австрии, Австро-Венгрии, создать собственное государство, шел бурный процесс такого национального самосознания, возник венгерский национальный проект, что надо в Венгрии быть отдельно, и на этой волне они активно искали свои корни,
корни этнические, потому что они понимали, что венгры живут в Европе, такой народ-одиночка, да, с одной стороны там германоязычные народы, с другой стороны славяноязычные, а они только вот одни мадьяроязычные, народ, который не соотносится ни одной языковой группой. Зечи приезжал вот на стыке 19-20 веков в Башкирию, много картинок, фотографий сделал. В общем-то, он пришел к выводу, что, собственно, между башкирами и венграми ничего нету. Просто вот эта вся теория, она не более чем историографическая такая аберрация. Потом уже были другие, значит, Мольнар писал, Эрик Мольнар, который сказал уже не так категорично, да, башкиры тюрки, это мадьяры, но не значит, что между ними ничего общего нету, и что, вот, так скажем, свидетельством их древних контактов являются два племени, Юрматы и Еней. Два племени, что вот есть в составе башкир Юрматы и Еней, а вот в составе венгров племен уже к этому времени не осталось, но об их существовании топонимы остались, да, топонимы Диармат и Енё, как бы на этом все остановились. Потом уже шла дискуссия в плане интерпретации вот этих названий Диармат и Енё, да, то есть кто они были изначально. Допустим, Дьюла Немет, венгерский исследователь, пришел, что Енё в составе венгров было, и Юрматы это не венгерские вообще названия, это тюркские названия, наоборот, что они вот как тюркские элементы вошли в состав венгерской орды. Венгерская орда, ведь она же, не надо думать, что она была какая-то единородная. Получается, если вот согласно теории, венгры ушли отсюда еще до тюркский период. Почему до тюркский? Нет. Нет? Именно в тюркский период ушли. Значит, что мы будем считать тюркским периодом? Я думаю, что тюркский период, когда началось вот такое массированное вторжение тюркских племен, оно еще в гунскую эпоху началось. Где-то, наверное, в веке II уже отдельные гунские отряды стали вот прорываться. Вот Приуральский регион. В IV веке они массированно, сосредоточившись вот где-то у границ Урала, потом они начали движение на запад, сокрушили Алан, потом в Крыму остготов сокрушили, потом, собрав силы, в общем-то, ворвались в Европу, и там стали известны во главенстве с вождем Атилой. Вот это было очень рано. И вот как раз с этого времени началась смена этнической доминанты. В степях Евразии сначала там она была индоевропейская, ираноязычная, там или угроязычные народы, а потом вот все, тюркская волна, она пошла. Поэтому тут все вполне по хронологии укладывается. Венгры, как вот предполагается, где-то, наверное, в 7 там, или 8 веке были сдвинуты с Южного Урала, примерно отсюда, под давлением, возможно, печенегов там, и древних башкир, которые уже, допустим, башкиры в 7 веке к северу от Приоралья фиксируются, были сдвинуты, вот ушли потом они при Черноморье, потом самих же башкир и печенегов. Другая волна тюркских кочевников смела с Южного Урала кипчаки, кемаки, агузы, печенеги и башкиры двинулись при Черноморье, оттуда опять прогнали венгров, и они ушли по Нунию. А здесь, на Южном Урале, только незначительная часть башкир осталась по сравнению с той частью, которая ушла на Балканы вместе с печенегами. Если вернуться к племени Юрматы, то на какой территории сформировалось племя? Нет, мы не знаем, на какой сформировался. Мы можем говорить, на какой территории они жили. Считается, что там, в Золотоордынскую эпоху жили гораздо западнее, там, поскольку вот в их Шежерет вроде как есть упоминание, что они жили на реке Зай и Шешма, это вот современный Татарстан, Самарская область, западная часть Самарской области, Зай и Шешма, это вот Альметьевский район, Новошишминский район. По крайней мере, это была их западная точка их кочевья, возможно. То есть Южного Урала и вот до Зая и Шешма территория кочевания, да, они вели такой полукочевой образ жизни, скорее всего. Ну, а потом, в современное время, их территории, это какие районы? Это вот почти что весь Ишимбайский район, это Стерлитамакский район, весь их был сначала Стерлитамакский ям, а потом Стерлитамакская пристань, были основаны, вот есть документы, где вот указано, что вот была земля приобретена у башкир Юрматынской волости, вот сейчас деревня Карайганова есть около Туратау, вот у этого Карайгановского общества земля была приобретена, Стерлитамак, города Салават, Ишимбай. Вот поэтому мы говорим, что Ишимбайский, Стерлитамакский район, часть Гафурийского района, Юрматынская земля, это Стерлибашевский, часть Мелюзовского района, Федоровский район. Вот такая, в общем-то, юго-западная, да, часть современного Башкортостана. Получается, что Стерлитамакские шаханы как раз находятся на территории это их территория, да, такое сакральное место, оно издревле было, вот если вот почитать Лепехина, путешественника 18 века, который туда приезжал, он конкретно пишет, что там они такой священный ужас испытывали местное население перед этой горой, что боялось даже на нее там восходить. Это, во-первых, связано с политическим мифом башкир, да, у каждого народа свой национальный или политический миф. Политический миф русских, вот Москва, Третий Рим, да, вот, понимаете, да, что это такое, да, то есть это обоснование некой претензии там на что-то. У башкир тоже был свой политический миф, обосновывающий их, так скажем, статус в имперском пространстве, там, Золотоордынском, потом в составе русского государства. И вот в этом есть сказание Кыса и Чингисхан, сказание о Чингисхане, где вот описывается, что вот, понятно, все это неправда, но миф-то он и не гонится за правдой. Но это и не значит, что это неправда, понимаете, да? То есть это же такая идеологема, которая призвана обосновать ту или иную позицию. А вот там и говорится, что вот Чингисхан, преследуемый там своими братьями, которые хотели его убить, там скрывался, ему
на помощь приходят вожди башкирских племен, в том числе Юрматы-бей, мифический предок юрматынцев, спасает Чингисхана и провозглашает своим ханом. И вот такая, значит, идея, что нам земли дал Чингисхан, это наши земли. А вообще без нас бы, вот без башкирских вождей, Чингисхан бы вообще, или вообще любой хан последующий должен, да, считаться с нами. Вот это апология власти вот этих башкирских родовых князей. И там прям называется, что прапра какая-то бабушка там Чингисхана по материнской линии, и вот ее отец там жил около горы Туратал, потом вот ее посадили, значит, на лодку, отправили в путешествие, потом захватил в плен какой-то монгольский князь, прапрадед Чингисхан женился. А на лодке отправили куда, по Белой? Видимо, там не говорится, просто по реке отправили. То есть, и тут получается вообще там, что по материнской линии там Чингисхан чуть ли не башкир, понимаете, по происхождению. Понятно. Вот. Понятно, это политический миф, но он обосновывает, как, почему именно вот Чингисхан вот нам даровал эти земли, вот, обосновывается свое место вот в имперском пространстве. Это что такое, это политический миф. И там гора Туратау объясняется. И вообще я подозреваю, что Туратау, это вот как его переводят, там крепость гора, это не совсем верно. Есть древний тюркский термин, туре. Он у нас утратил вообще у башкир свое первоначальное значение, он превратился в слово туря, начальник. Изначально туре, вот в Орхон-Енисейских памятниках Бумын Каган, основатель тюркского каганата, пишет: я объединил народ, дал им туре, то есть дал им закон, право, дал тарун, и туре и создал иль, страну. Государство. Вот. Потом в чингизидское время туре стали называть в олицетворение закона и порядка всех потомков Чингисханова. У казахов до сих пор туре, они называют этих потомков чингизидов, так сказать, белую кость. А у башкир просто превратился в слово туря, то есть начальник. И я подозреваю, что вот это название горы Турата, оно неправильно трактуется, то есть со временем настоящий смысл был позабыт и превратился в Туратау, то есть крепость, гора. Но это не совсем так. Мне кажется, Туратау изначально было, здесь было положено начало... Закон, некий основу государственности даже. Закон тут немножко выше, это не просто как закон, а вот у персов, у древних иранцев было понятие хварна, да, то есть божественной харизмы. На кого вот эта хварна падает, тень этой хварны, тот становится царем. Это какая-то небесная харизма, вот что-то вроде этого. Гора Туратау, она вот становится таким, значит, элементом вот этого мифа священного о возникновении башкирской политии, башкирского общества и так далее. И называлась, возможно, Туратау, и поэтому у нее в глазах башкира она была, в общем-то, священной. Если мы по хронологии движемся дальше, да, в период присоединения башкирской территории к России, каким-то образом юрматы о себе заявили? Заявили, там это вообще очень известная история такая, сохранились документы. Это было, вот я же в каких-то из передач мы говорили, что южные башкиры, в том числе юрматынцы, присоединились к русскому государству только в начале 17 века, как и зауральские, в принципе. Там дело в том, что здесь Ногайская Орда еще сохраняла как бы свои позиции, хотя сама уже Ногайская Орда фактически считалась вассалом России. Во многих сказаниях преувеличивается вот эта степень антагонизма между башкирами и ногайцами. На самом деле они вполне, так сказать, органичны в одном политическом пространстве, занимаясь скотоводством на благодатных землях Южной Башкирии. В 17 веке, как уже говорилось, значит, с востока хлынули монголы-айраты, 30 тысяч монголов-айратов. В русских источниках они стали известны как калмыки. Сами себя они ойратами называют, монголы-айраты, дорбен-айраты. Вот 4 айратских орды, 300 тысяч, они смели нагайцев. И вот после этого, как нагайцы ушли, и вот башкиры остались перед, скажем, фактом вот этой калмыцкой агрессии, выглядело как новое нашествие Чингисхана, предпочли там за благо попросить русского подданства войти в состав Московского царства. Не русского государства, Московского царства. И вот сохранились документы, что вот Тягач-бей, Ильчик-Тимир, Азнай и Кармыш, 4 предводителя башкирских, пришли, попросили подданства. Это было, скорее всего, они шартовали по терминологии того времени правительству Василия Шуйского, как раз, которое сидело, это было в 1609 год. Естественно, все это отразилось и в юрматынском Шажире. 4 вождя пришли, главой Юрматынской волости был избран Азнай, главой Юрматынской волости, а Татигач-бей получил титул Мурзы, ему там дали поместье в Казанском уезде, и он, как служилый князь, остался жить в Казанском уезде. Вот, хотя его потомки переехали на родину. Вот такая история. Если обратиться к периоду башкирских восстаний и крестьянской войны Пугачева, то здесь какие можно... Ну, самый известный, наверное, юрматынский предводитель, все-таки Кельмяк Абыз-Нурушев. В общем-то, с него началось восстание 1735-40-х годов. Восстание, предыстория у него очень длинная, но, в общем, если коротко, она была связана с организацией Оренбургской экспедиции, когда башкиры увидели, что... Строительство заводов. Сначала о заводах речь не шла. Это же был большой геополитический проект Оренбургской экспедиции. Там Россия соревновалась с Англией, кто первый захватит Среднюю Азию. Там уже англичане проникли в Индию и тоже двигались, в общем-то, в сторону Афганистана и среднеазиатских границ. И у России, в общем, возникло опасение и решили, в общем-то, превентивными мерами предупредить англичан. И вот был организован Оренбургский проект.
Башкирия тут была ни при чем, они в Индию хотели идти. И туда пошли, но базой была избрана Башкирия, был основан город Оренбург, и вот это башкиры увидели опасность, что будут они отрезаны от Средней Азии, полностью будут окружены и потеряют свободу. И вот это восстание началось. И первым начал Кельмяк Абыз-Нурушев, который 1 июля 1735 года у современного села Зерган Мелюзовского района атаковал Вологодский драгунский полк, который шел к заложенному Оренбургу. В устье реки Ори был заложен. Вот началось восстание. Кельмяк Абыз-Нурушев сражался отважно. Потом в начале 1937 года он был захвачен в плен. Потом уже возникли другие предводители. Так сказать, для истории башкирского народа вот, из числа предводителей юрматынцев вот, наиболее известен Кельмяк Абыз-Нурушев. Я бы хотел сказать, что в национальном башкирском движении 20 века юрматынцы, можно сказать, они основные, что ли, были. Поскольку Ахмедзаки Валидей, он же тоже считается башкиром-юрматынцем. У него род по происхождению, он не юрматы, как вот он указывал в воспоминаниях, что они из рода Кай. Вот был такой небольшой род, но он, да, это он на самом деле известен в истории тюркских народов. Но в Башкирии, возможно, кроме вот нескольких семей этого рода, которые жили в Юрматынской волости, в общем-то, ничего не известно. Поэтому, поскольку это такое вкрапление в большое племя Юрматы, тоже он как бы считается, что он юрматынец. Вот деревня Кузянова, ныне Ишимбайского района. Заки Валиди, наверное, всем это хорошо все известно. Потом один из ближайших его сподвижников был Амир Карамышев. И вообще семья Карамышевых, там, кроме Амира, был Гирей Карамышев, Мухтар Карамышев. И несколько было братьев. Амир Карамышев, он был корнетом царской армии. Потом, когда началось башкирское движение, включился. И вот был одним из организаторов башкирских воинских формирований первого башкирского кавалерийского полка. В общем, отважный такой был воин. Когда вот он умер, он умер где-то в августе 18 года от воспаления легких. То есть он не был убит, просто умер. Шейзада Бабич сочинил там стихотворение на его смерть, там оду, там буквально все это башкирское войско рыдало. А Бабич сам тоже из Юрматы? Нет, он не Юрматы, мы же в прошлой программе рассказывали, он из рода Канглы. Он род Канглы, это другой род. А в период становления советской власти Юрматы как-то сразу определились или тоже происходили вот эти вот шатания? Нет, ну тут же, это же вот эти шатания, они же были как бы характерны для всего общества, там наверняка и у них тоже были там какие-то шатания. Это же гражданская война. Там же все это описано хорошо Шолоховым. Вот Википедия пишет, что по занимаемой территории и численности населения юрматынцы входили в число наиболее крупных башкирских племен. Ну, это так? Может быть, они, кто знает, одни из... Мы сейчас вот приступили к написанию тома Юрматы. В общем-то, и когда мы начали, мы рассчитывали уместить всю их историю. Мы же там даем переписные листы, там, 17 или 20 годов. Представляете, намеревались в один том поместить, а они туда не помещаются. Буквально на ходу было принято решение дробить на две части. Вот одних переписных листов, одна перепись 17 года, вот по всем деревням она 700 страниц занял, а с учетом других материалов все это в один том не влезает. Вот таким макаром. А благодаря чему вот получилось так, что вот, на мой взгляд, этноним Юрматы, он наиболее на слуху, что ли, да, как-то распространенно. И о нем слышали, скажем так, даже те, кто не разбирается в истории башкирского народа. Ну, а у них такое, скажем, мощное родовое самосознание, ну, кроме как бы общенационального, у них родовое. Они первые вот сделали недалеко от Салавата или там Ишимбая комплекс мемориальный, там земля Юрматы, который посвящен исчезнувшим деревням. Раньше всех они самые первые в этом движении башкирских родов о себе громко заявили, там, по-моему, там, в конце 80-х годов, в начале 90-х. Ну, естественно, это у всех на слуху. Земля Юрматы. В современной истории Башкирии можем каких-то выдающихся деятелей из племени Юрматы назвать? Ой, тут их так много сейчас, и тут я даже... Ну, особенно выделить. Ну, не знаю даже, это мне надо думать. Сейчас скажу там вот этот, а потом окажется, что не он, еще кто-нибудь обидится. Нет, воздержусь от этого. Большое спасибо, Салават. Я напомню, что у нас в гостях был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР, и сегодня мы говорили о башкирском роде Юрматы.